Насколько вы знали то, что вы здесь у вас случился пожар? И по какой причине думаете, что произошел пожар? Мы с 8 до 7 работаем. Все ушли уже с работы, все закрыли, ушли. Потом без 15 час позвонил агент. По чистой случайности ее сын, проходя мимо или каким-то образом, узнал и позвонил маме. И мама позвонила мне. Мы у них, компания Листель, она вот продукцию нам разводит, она вот так, Эльмира, вот так, походу по вашей стороне что-то горит. Ну, я не скажу, что твой, но говорят, что на вашей территории что-то. Ну, говорят, иди сходи, узнай. Ну, я без 15 час узнала, и сразу пришли, мы рядом где живем. Пришли, вот все уже горит, доступа нет, везде все окружили, оцепили, никого не подпускали. Мы сюда только пришли утром, нас разрешили в 5 часов, когда все потушили, только тогда мы пришли просто посмотреть хотя бы, что там осталось от них. 20 тысяч долларов. Мы, да, у нас продукты было, мелкоплой магазин. Тут там могут и агенты подтвердить, которые со мной работают, и арендатор. Ну, факт налицо, да, вот все, что вот видите, это немало деньги стоит. А вот со стороны администрации вам не говорили, будет какая-то... Ничего не говорила, я с хозяином говорила, что будет. Он говорит, я пока ничего не знаю, сказал. Я даже не знаю, даже что сказать, не знаю. А причины возгорания говорят что-то вообще? Причина возгорания, вот факт, вот здесь соседка сварку делали, ремонт делали. Вот даже у них все лежит вот внизу, вот куртка горящая, стол, стулья, вот, которые принадлежат для ремонта, вот, все их вот железные эти принадлежат, все лежат. А они говорят, не мы. А причина, даже охрана уточнила, вот, что они еще проходили, тут, я же как объяснила, тут 7-8 частей поделен, то есть 7-8 охран разные объекты смотрят. И вот 2 объекта нашей охраны и вот АПГ охраны сказали, что именно они делали в это время сварку. Факт, это 100% они. А сколько всего пострадавших? Нас на этом нашем ряду 8 человек. И мы все полностью 8 пострадали. От и до тла, можно сказать. А пожарные машины смогли нормально проехать? Нет, ненормально. Вот в том-то дело, что ненормально. Не заехали, не могли проехать, доступа нету, не было. Потом каким-то образом одна машина приехала, она стояла вон там, у них не было воды, на 2 минуты хватило. Тут, говорит, 8 павильонов, одна машина только спасала. И благодаря, что здесь колодец с водой у нас было, вот оттуда выкачивали и тушили. Тушили в основном, вот первый контейнер оттуда, там было пластмасс изделие. Чтобы не перекинуться на другой товар, еще немножко ветерно было. И вот у нас горело с красным пламенем, наши не допускали, машины не было, никто не мог потушить. Вот теперь результат. Как вас зовут? Эльмира. А фамилия? Кучерова. Вот это пожарники тоже виноваты. Начало пожар сказали 10:30, потушили 5 часов. Здесь можно было целый город потушить, если все нормально бы работало, сработала их машина. Доступа не было сюда подъехать. Вот 2 машины приехали, там застряли. И вот, и тем более охрана нас не предупредила, они должны были нам спасать известность, они нам ничего не сказали. Уважаемый, там что-нибудь сейчас на вас сверху рухнет, мы за вас ответим.